Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Павел Зарифулин, я директор Центра Льва Гумилева. Это главный информационный евразийский ресурс России и стран Содружества. И это интеллектуальный центр, который занимается пропагандой евразийства, дружбы народов, пропагандой российской патриотической идеи. Разумеется, Сербия для нас важнейшая страна, братская России, братская русскому народу. Лично я сам много ездил по Сербии, ездил по Косово, видел всю боль и страдания сербов косовской земли. И нам известно и нам радостно стремление многих сербов жить вместе с русскими, с украинцами, с белорусами в едином Евразийском союзе. Посему мы приветствуем первую Евразийскую конференцию в Белграде, в Сербии. Мы будем счастливы, если идеи евразийства найдут в Сербии новое дыхание, потому что многие годы патриотические силы, которым мы помогали и которые выражали готовность быть солидарными с нашей страной, к сожалению, предали сербских патриотов. И сегодня получается, что Сербия начинает свой путь на восток сначала. Множество людей почему-то в правящем классе Сербии, которые раньше, как среди социалистов, так и среди сербских патриотов, говорили о том, что место Сербии вместе с Россией, вместе с Евразией, сегодня сдали и предали наши интересы и говорят о вступлении в Европейский Союз. Но мы знаем, что туда, куда приходит рука европейского банкира, там происходит не процветание, не народная радость, не народное счастье, а на самом деле разорение, горе. И пример Кипра, пример Греции, пример стран Прибалтики, которых будто бы погуляли гитлеровские нацисты сегодня, где население фактически согнано в Германию, где финансисты скупили всю местную экономику и где народ живет бедно. Они должны показать, что путь в Европейский Союз – это дорога в никуда, и все благие намерения вступления в Европейскую Унию, они приведут только к разорению сербского народа. Как говорят в России, благими намерениями вымощена дорога в ад. Сегодня на просторах Евразии вновь мы видим попытку объединения вокруг России. Это таможенный союз, который должен стать Евразийским союзом, который открыт для самых разных стран. Сегодня в Евразийский союз вступает Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, но и многие другие страны хотят видеть себя вместе с Россией. И Евразийский форум в Сербии, направленный на евразийскую интеграцию Сербии, на создание в Сербии евразийской интеллигенции, евразийского проекта, евразийского скупа, это очень приятное событие, и я считаю, что ваш шаг очень важный. Объединить сербов, стремящихся к евразийской интеграции, ориентированных на восток, на нашу общую судьбу двух православных братских византийских народов, русских и сербов. Только вместе мы сможем отстоять свою идентичность, свою культуру, свою веру, свою правду перед лицом мирового глобализма, перед лицом европейских первертов и банкиров, которые просто хотят стереть в труху все то ценное и любимое, что мы отстаивали в войнах столетиями и тысячелетиями. Поэтому я желаю вашему форуму удачи и считаю, что судьба наших народов заедина вместе, и именно сейчас создание в Белграде Евразийского центра
это очень важный и принципиальный шаг. Мы, в свою очередь, готовы всячески помогать вам информационно, культурно, и мы вместе с вами Сербия в нашем сердце. Дай Бог вам удачи и желаю вам прекрасной работы. Всего доброго.